общем, давно не был на связи. Вот. Всем привет. Сегодня интересный автомобиль. Сколько владеешь? Года мало. Сколько? 3, да. Года 3? Года 3,5. На нем уже 3 года? Да. И что, как у тебя эмоции, Нормально. расход? Расход. Что до этого было? Какие автомобили? Ну, до этого еще 20-й плюс был. Так. Аква была. Аква была? Да. Так. Типа 30-ка. Вот это последний, да? Что сейчас после него что не хочешь? Не, пока нет. А, то, что цены, вот это все, да, сейчас? Да. Все устраивает тебя? Устраивает. По батарее были какие-то проблемы? Батарею контрактный поставил. Так, старая где? Старая. Как бы слушать. Да? Ну ладно. Но контрактную когда поставил? В каком году? Так, года полтора, наверное. Полтора назад. Ну, сейчас проверим, что там. Итак, серебристый мой любимый цвет. Как, кстати, резина? Хорошая, нравится тебе? Гоформ нравится? Сзади гофорум. Сзади гоформ. Спереди Ну, это- стримстоун. Это Фоман. Стримстон у меня... у меня сейчас не стримстон. У меня сейчас Фарод. Ну, то же самое. Всегда смотрю, ребят, на резину. Смотрите, стримстона как порезано. Прям как забилась, да? Смотри. Вот пытаюсь сейчас ее ламели как-то разжать. А они забились. Не прорезаны до конца, как в этом. Ну, стримстон гребет. Нормально? Уже сколько ездишь на нем? Ну, да, будет с полтора, наверное. Так, что из утепления? Второе лобовое, да, уже? Тут как утеплился? Просто закрыл и все, да? Спереди только. И там. Здесь. Так. Здесь еще вот такая. Что в салоне у тебя интересного? Ну, такой небольшой обзорчик. Android магнитолочка. Ну, все. В общем, Prius как Prius, короче. Начинаем разбирать. Батареечку снимем, проверим, продуем. Контракт должен, как говорится, отвечать. Что мне еще нравится? Большой багажник. Че, у Prius четкий багажник. Но у Альфы больше, конечно. Больше, конечно. У Альфы больше. Тут за счет вот этого скоса. Но этот динамичный аппарат. И расход чуть-чуть все-таки меньше. У 30-очки. Вот болезнь ихняя. Вот. В курсе, да, как решается? А? Вот тут вот берешь, вот тут вот подгибаешь. И она плотнее становится. Вон там под низом такие крепежки есть. Видите, заехал маленько. Ну, бывает все. Маленечко. Любовь это, любовь. Кукуруза у тебя целая. Да, четко. Какие-то есть эти? А, вот еще. Что есть у нас? Это я наполнил того штуки. Да? Ну все, выбираем это все дело. Начнем. Вот. Хозяин немножечко шумочкой приклеил по периметру. Чтобы вот пятаки не терли, тут пластикового звука не было. Но это не шумка, это просто вибра. Да. По идее шум. Ну вот, я тоже, кстати, так делал. Подкладывал, где вот она, вот, чтобы она не это. Но все равно что-то есть. Я этой шумочкой подкладывал везде. Такое было. Еще, говорит, пневмобаллоны, говорит, стоят. Хоба. Уже сколько катаешься на них? А? 0,8 закачивал. 0,8. А сколько ездишь уже на них? Года 2, наверное. Уже вот так 2 года они 0,8 у тебя и стоят? Стоят, ага. Еще рассказывает то, что от Prius Альфа стоят пружины. Виток больше у Альфы, виток больше. Ну, здоровее получилось. Да, но, говорит, чуть-чуть поменьше. Сантиметр где-то. А может, те были севшие? Ну, Может быть, не исключено они такое? там несколько сравнивают. А, несколько сравнений. Все, начнем, пожалуйста. Так, батареечку сняли. Имеются вот такие пломбы. Придется их вскрыть. Вот такие пломбы. Интересно. Опечатанные пломбы. Специально, чтобы никто не лазил. Сейчас мы ее вскроем. Ага. Можешь увеличивать, вот плюс-минус, вот плюс-минус. Вот. А так теперь надо вскрыть пломбу. Да, будем скрывать с помпу. Так-то просто. О, все изрисовано. От хохлому первый раз такое вижу. Первый раз такое вижу.
ты. Ничего себе, кури. Выйди на улицу, пожалуйста. Да. Кури дофига. Аркадий Паровозов. А. Контракт все равно в обслуживании. Да? Все, посмотрим. Подопытный на столе операционном, посмотрим. Ну, вовремя приехали, могу сказать. Все прям вон какие зеленые. Так, включил подсветку, чтобы все видеть. Все краски. Ну, контакты под замену, однозначно. Вот даже тут ржавчина появилась. Видно, ржавчина появилась. Вот тут вообще жестко ржавчина появилась. Вот прям видно, да? Да. Задняя сторона. Смотрим заднюю сторону. Вот опять ржавчина появилась. Итак, вот какой-то болтик интересный, синенький. Болтов не хватило, видимо. Что? Из чего собрали? Из того, что было, блин. Вот еще тут вот еще жестко какой-то. Но это мы заменим. Такие болты не будем сюда опять втыкать. Так, ну, наверное, сперва шины поменяем, потом будем проверять. Потому что с этими контактами вряд ли у меня сможет крабик зацепиться туда. В общем, решил маленечко зубной феей воспользоваться. С той стороны заходи, пожалуйста. Ага. Вот поближе вот так. Как она вообще очищает, нет? В принципе, это как профилактические мероприятия такие. Хотя бы верхнюю часть убрать от этого окисла, чтобы полегче было. А вы чистите зубы 2 раза в день? Надо чистить. Но это я сперва делаю так, чтобы потом открутить нормально было. Все, пока можно паузу. Что, ребята, в общем, сейчас похолодало, поэтому чуть-чуть зарядка меньше становится почему-то. Вот даже просто в помещении находится, уже мне тут прохладненько. И в общем, почти 16 вольт, разбег 0,18, первый этап, поехали. Хоба. Сила тока почти 8 ампер, 7,60, там 63, вот 7,60, 7,5 ампер сила тока. Это нормальная такая сила тока. Вот. Обогреватель этот разряжает все это дело. Теперь посмотрим цифры пока. Так, это 72, значит внизу должен быть 73. Смотрим. Так, датчик. 71. Так, 70. Отсюда, значит, счет. Смотрим отсюда. Так, 66, значит, внизу 67 должен быть. Нет, 69. 73. 77. 83. 90. 50. Короче, солянка, ребят. Дальше смысла нет. Но видите, как они, получается, в Уссурийске, говорит, покупал батареечку. Ну, 1,5 года она побегала, да, уже? Сколько тысяч прошла? 1000 сколько километров? 1100 прошла? Сколько на одометре сейчас? Около 100 тысяч эта контрактная батарейка пробежала. В общем, они делают вот так вот, видите, чтобы тусы никакой джусы не было. И
Может и больше. Да, может и больше. Но сотку пробежала она. Это очень хорошо. Но трассовый. Трасса, по трассе гоняет. По трассе меньше изнашивается, потому что всегда двигатель заведенный. Всегда идет зарядка. Нету разрядки. Ну там может быть на каких-то тормозах. Да, на светофоре там туда-сюда, может кратковременно там разрядочка какая-то есть. А не так, как в городе, ты можешь тянуть там до последнего, что у тебя шкала там все меньше и меньше становится. В общем, первый этап должен 3 минуты 15 секунд быть. Хозяину объяснил, вот, допустим, вот Prius 20 был недавно, последний, вот. Он прошел 1, 2, 3, 4 этапа на четверочку. 4. Это, грубо говоря, 50, 60, ну, 70% вот так вот. Ну, четверка, короче, хороший результат. Хороший результат. Посмотрим, сколько здесь пройдет. А я пока попереставляю там крабики. Тоже батареи на проверочку, поэтому надо время зря не терять. В общем, результат такой. На втором этапе уже он 2 вылетело. Сейчас мы третий этап зарядим. Чуть-чуть еще разрядим. Когда до 5 выпадет, тогда прекратим, так скажем. Раз. Говоришь, не горела у тебя, да, ошибка? 2. Угу. 3. 4. Ну все, не будем умертвлять, потому что можно убить батареечку. Вот эту вот одну из 1380, которая. В общем, результат 2. Вот. 2. Надо тусовать. Но вылетевших нету. Вот по графику тоже хозяин смотрит на телевизоре. По графику видно, что разбег, видишь, какой между вот это самый сильный синий, а вот это самый слабый красный. И между ними, смотри, какой разбег большой. В общем, тут сейчас надо тусануть по уму. Тусануть по уму, сделать так, чтобы они вместе вот так встали. И самого, ну, грубо говоря, тоже середина вся просевшая. Если так посмотреть на середину, вот она середина. Если вот так перевернуть, вся середина. Вот. Ну, почему-то один, тут живчик. Все, сейчас с хозяином переговорим. Что там по деньгам? Надо, не надо. Но это надо делать по-любому. Это хорошо, что именно так. Потому что могло бы быть, что какой-нибудь из элементов просто выпал бы. Ну а так как ошибка не горела, но на грани уже, по идее. Вот на грани. Она бы деградировала бы дальше. Буквально в ближайшее время бы она вылезла. Скорее всего, из-за того, что на трассе ездит, из-за этого не вылазит. Если бы по городу постоянно ездил, скорее всего, уже бы в ближайшее время. Ну, контакты сами видели, в принципе. 100 тысяч прошла, денег заработала. Офигенно, сколько сэкономила, да? Если так разобраться. Сколько до Владивостока по деньгам? 9 рублей до Владика, ё-моё, на бензин. Это где такое видано, блядь? Ладно, сейчас переговорим с хозяином. Итак, ну что мы видим, какая картина? В принципе, сильный, слабый, сильный, слабый, сильный, слабый, сильный, сильный, сильный. В общем, есть ребята, которые слабые. Мы их поставим к сильным. Всю хохлому вот эту вот сейчас уже нарушу. Всю красоту вот эту вот. В общем, ближайший прогноз рассказываю. Хозяину объяснил, в принципе, вот кто 10 не набрал, ну 100, видите, 2 вообще дохлячка конкретных, они в ближайшее время могут вылететь, даже самым сильным он если поставить. В общем, вот такая котлета в ближайшее время может вылететь 6 штук. Так, ну и которые не набрали 20-ок, ну тут уже много, которые 20-ку не набрали.
В общем, начинаем туса-джуса. Ну, в общем, вот такие дела, ребят. Сейчас зарядим, посмотрим, как все будет. Так, сейчас заряжу. Постоит минут 15-20. Потом посмотрим, как картинка будет. В прошлый раз картинка была у нас, график в разбросе весь был. Большие падения были, вот так вот. Посмотрим, она должна быть плотненькая идти. График должен быть плотненький. В общем, как-то так. Ну, это чисто рабочий монитор. Здесь клиент смотрит, наблюдает. Это анализатор. Это поканалка. Это ютубчик. Чтоб скучно не было. Так, поканалочка у нас. Что такое? Работает помаленечку. Так, ну это, по-моему, последняя батарейка, которую у меня осталось проверить. Так, смотрим на заряде. Что получилось, какая разница? 23 на заряде. На заряде это ничего, это нормально, 23. Хоп, 0,09 стало. В статике. 0,09, 0,12 скачет еще пока не одуплился, так скажем. Но время поджимает, поэтому будем разряжать. 400 метров, поехали. Поехали. Так, стоп. Что случилось? Что такое? Что такое? Что произошло? Все, вот 7 ампер. Сила тока 7 ампер. Посмотрим. Мне главное график, чтобы он был не такой прям с перекосами, а чтобы, ну, в общем, вы поняли, короче. И разбег, чтобы маленький был. Самое главное. Не 0,18, не 0,27, чтоб меньше был хотя бы. Вот, график пошел формироваться. В общем, как я и говорил, то что два есть плохих. Два плохих, вот они остались в конце. Но они сейчас в более, как сказать, легких условиях находятся, где у них будет хорошее охлаждение. Ну и сам костячок, видите, какой плотненький. Поэтому еще побегает. В общем, хозяин я показал, что 6 батареечек в ближайшее время может вылететь. Но это на зиму, в принципе, хватит. Все, теперь заряжаем. Заряжаем. И в машинку. А так, батарея обслужена, контакты поменены. Самое главное. Контакты поменены. Батарея обслужена, продута, прочищена. Побегает. Побегает. Как-то так. Но хорошо она побегала. 100 тысяч. Почти 100 тысяч прошла. Это хорошо. Результат достойный. Так, пойдем. Выпустим товарища. А вот мой крокодил под таким тентом стоит. Ну вот стол стал грязный. Надо протереть. Все. Машинка огонь вообще. Все-таки Prius тема. Prius тема. Все-таки Prius, вон машинка крутится. Четко сделана, блин, машина, блин. Мне очень нравится Prius. Он такой как бы спортивный, да? Дерзкий, быстрый, красивый. Едет вообще четко. 150-160 спокойно летишь. Вообще даже не паришься. И расход самое главное интересно. У тебя даже триколчик сюда, что ли? Трикольчик. Вот видели такой когда-нибудь? Трикольчик. Есть трикол или как это там? Имя нарицательное. Это троколы. Это трокольчик. Ну все, давай, короче, сейчас пойду. Сейчас еще человечек должен подлететь. Давай, всего доброго. А сейчас звони.
Да, Prius, стремительный вот эта линия по кузову, блин, вообще обожаю его. Моего не видел? Не видал. Че, запировал опять? Запировал. А ты чё трезвый? Танька же уехала. Держусь. Слово дал. А, мой тоже дал. Кремень херов. Не знаешь, с кем он может? Да тут синяков-то полпоселка. Может, город рванул? Или в Никитино, там самый рассадник. Ну, бабы у него вроде нет. Знаю. Кто с водкой дружит, тому хер не нужен. Ладно, поехала. Увидишь, свистни. Это мужики придумали. Кого? Ну, поговорку, чтобы отмазываться. Еще как нужен. Не трави душу.